Всем привет! Привет из Коми, привет от Олега. Ребят, я нахожусь, вернее мы находимся, вот, наша бригада. Находимся, здесь территория гаража. Должны помнить, я много раз снимал уже здесь. Идем за грибами. Сейчас уже вечер, 4 часа вечера. Решились сходить, знаете, я туда практически не хожу. Так называемый Патрак-Яг. Не помню уже, когда там последний раз был. А был последний раз, знаете, в прошлом году, наверное, весной. По Насту я там ходил. Сегодня со мной Викторовна, Ксюша и Денис. Ну, не знаю, что-то найдем или нет, но у нас в планах найти несколько грибов для варки, готовки, приготовления супа. Так что посмотрим, что из этого получится. Найдем что-нибудь или нет. Нам еще примерно, ну, может, чуть меньше километра так по дороге идти. И там тоже будет Яголевый бор. Новые места. Короче, давайте. Приятного просмотра. Ну-ка смотри. Ага, нашли первый гриб. Не знаю какой. Ну давай, смотрим. Может быть даже этот большой, хороший может быть. Он как спичка. Да. Большая. А Как действительно, спичка. Действительно, как спичка есть. действительно, как настоящая спичечка. Да, крупные огни, а вон еще вдалеке. А это маховик, что ли? Она на солнце уже там сгорел этот гриб. Перезагорелый. Ну, этот вроде нормальный. Да, будем искать. Так. Ну что ж, нашли первый гриб маленький. Сейчас уже доходим до центральной дороги, которая в тайгу идет. Тут перекресток будет. Сейчас перейдем эту дорогу. И смотреть, свежие следы туда тоже на мотоциклах и на квадроциклах. Ну, вот, короче, трасса над Ящерью, которая идет. Здесь, получается, эта дорога идет через Сосновый Бор и до ГСМ. Раньше там ГСМ был. Я об этом тоже рассказывал уже. Ну, осталось примерно, наверное, 300 метров. И там уже бор начнется. Слева получается болото. Справа, ну, в принципе, тоже болото. Только вот погуще тайга. Там вроде участок небольшой, сырой должен быть. Мы в кроссовках, надеюсь, пройдем. Прям возле дорог, ребят. Вон, не успела я еще. И этот, водянка или что там? Ошчед. Водяника, все путаю. А здесь, смотри, клюквы сколько. Кустики есть, ягоды нет. Собираете, да? Брусника, кадас. Не, овчет вкусный, не нравится ягода. А это не... Небольшая сырость тут, я смотрю. У меня воспоминания, как будто здесь большая трава и много воды. Когда раньше в детстве здесь я ходил. Сейчас все изменилось по-другому. Да и настил, какие-то доски лежат там. Там уже начинается Яголь. Мы дошли. Осталось примерно 70 метров. Короче, начали расходиться. Все, кто куда. Мы уже... Вон, Яголь, ребят. Здесь Яголь широкий тоже и длинный, очень длинный. Посмотрим, что-то есть или нету. От дома до сюда примерно 2 километра. Ну да, где-то так. Тропинки тоже я вижу.
пока ничего не нашли. А тут, ребят, видно, был пожар. Тут лес горел. Ну, уже восстанавливается. Видно, трактора мы обходили. Вон, смотрите. Вон, борозды такие. Обходили пожар, тушили. Прям недалеко от села это находится. Уже появляется ягель. Поздней осенью тут грибов уже должно быть. А сейчас пока жарко. Ну, вряд ли тут что-либо есть. Не скажу, что большой участок, но от чего-то загорелось. И горела тайга. Вот так встречаются ямы. Это человек выкапывает и в огонь кидает песок. Всегда на пожар, когда человек идет, берет с собой еду в рюкзаке, воду для питья и лопату. Вот яма. Вот, я тоже выезжал на пожар, и я это прекрасно знаю, что это такое. После вчерашнего дождя ягель немножко отсырел, но грибов вообще тут нету, даже поганков. Вообще ничего не вышло. Тут, видать, перебор, сухое место. Пару дней назад, позавчера, или когда мы ходили за грибами, полпакета набирали. В принципе, по таким местам тоже ходили. А здесь их нету. Пока все по нулям. От села идет тропа вот такая. Но основной тропы совсем мало. Маленькие тропинки только есть и все. И вот куда мы ходим, там вот видели, какие тропы. Там больше людей ходят. Вот и черника. Тут мелко. Чуть ранее там не включался, там крупные были. Но на ягоде она вкусно, сладкая. Вот она. Тут, короче, участок так идет, что обратно вышли на дорогу. Там брусничные поля, я смотрю. Тропинка какая-то здесь. Очень даже хорошая. Сейчас покажу. Ну, какая здоровая. Вот это уже тропа. Нормально. Там появился какой-то подъем. Я думаю, там уже, может, ГСМ бывший, лесопунтовский. Туда баржи приезжали, выгружали топливо. Знаете, как интересно было. Раз в год приезжала баржа, так нам привозили топливо. Дороги практически не было. Основную массу топлива так привозили весной. Большие там бочки стояли. Сейчас глянем, что там. В общем, даже нету следов, чтобы кто-то собирал что-то здесь. И чтобы какие-то поганки росли. Вообще пустота. Ну, вообще ничего нету. Голый лес. Где у меня Денис-то? А вон он. Идет в мою сторону. Сейчас разведаем здесь, ребят. Новые места. Я уже не помню, когда пацан был, я не знаю сколько лет. В младших классах учился. Тогда вот здесь бродили. И все, больше я летом сюда не приходил ни разу. Я на самой вершине. Здесь карьер. Какой-то карьер вот тут. Что-то развалено. Это дети какой-то шалаш делали, играли. Там болото. Я думал, там уже река. Нет. Я ошибаюсь. Нам еще идти дальше. Здесь дорога. Или просто пожарная вот. Канава вырыта. Это похоже на то. Там вдоль горы так идет тропинка.
Здесь сухо, ребят. Вообще я уже вообще надежды нету, что какой-то гриб здесь найдем. Тут тоже карьер. Для чего это копали, пока не знаю. Между прочим, интересное место для пикника. Тут сухо, можно, скажем, в палатке переночевать. Тут романтика. Возле костра там тайга, сухая тайга. Ну, блин, место красивое, между прочим. Возвышенность, это мне понравился. Там какая-то вывеска. Здесь дорога куда-то. Мне надо сходить еще, мне интересно. Такой спуск. Так, вывеска там. А, Лымва. Природа. Заказник Республики Коми, Лымва. Это заказник Лымва-то. Смотри. Там территорию даже отметили. Вот она. Государственный природный заказник Республики. А, так, республиканского значения Лымва. Там квартала. Вдоль реки вот эти квартала обозначены, где вот заказник. Масштаб 1,75 тысяч. 1,075 000, наверное, или сколько там. Вот так все это расписано. Так, но мы, Денис, сходим еще дальше. Опа. А? Здесь лежня. Вот шпалы, лежневка. Подъем такой сделано. Ну, тут потом ездили за топливом. Сейчас сходим еще туда. Справа вот такая болотень небольшая. Вот. Весной тут такую тоже косачи слышно. Ну, одиночки так. Между прочим, здесь вот где-то тетериный выводок, мне говорили, тоже есть. Сейчас пока не встречались. Ну, значит, осенью птица тут будет. О, старая лесопунтовская лежня, ребят. Здесь свалка, вершинки. Тут, видать, тоже разделывали лес. Вон она. Эхо лесопунта. Да, это вершинки тут собирали. Значит, здесь где-то разделывали тоже лес, тайгу. Но все заросло уже, вон, смотрите. Вот эти поля, что были раньше, ничего уже не осталось. Сейчас до реки еще сходим, до реки Лымва. Дорога пошла направо. Не знаю, вот что и делать. Здесь, наверное, уже недалеко сама река. Там Нившера нашила. Давай сходим туда сперва. Все вправо и вправо идет. Вон там вышка наша. Нет, туда уже не пойдем. Очень большой круг получается. И смотрите, поля. Вот все заросло. Я думал, тут еще более как-то открыто. И я хотел показать, где стоял ГСМ. Просто не знаю, где он был. Вот тут какие-то постройки. Какой-то барак, может, был. О, старинная лодка, ребят. Такое уже редко увидишь. Стороной на не обойду. Вот смотрите, как раньше делали. Это топорная работа. Без циркулярки, без ничего. Вот так все это делалось. Потом я еще ездил на таких лодках. Дед у меня делал. Потом мы перешли уже на плоскодонку. Вон она. Вот все сделано из досок. Пол лодки уже этих иголок. Лодка пробитая, старинная. Да. Такое у нас уже в селе не делают. Раритет. Идем напрямик.
в сторону реки Лымба. Справа у нас находится наше село, окраина нашего села Боровск. Так что, кто смотрит с Боровска, напишите, в какой стороне здесь находилась ГСМ. До лодки, ниже или выше, там в сторону Лымбы. Наверное, все-таки, ну вот все заросло. Однотонно вот такие деревья. Тут уже не поймешь, где что. Луга тоже были, все. Капец. Ну вон там, наверное, недалеко уже осталось до реки. Вот тут тоже, смотрите, какая-то развалина. Интересно, это, что было раньше, вспоминать. Вот крайние дома. Все. Тут села заканчивается. Это нижняя часть по течению, край села. Я в основном вам снимаю верхнюю часть. Кистовка, горка большая. А здесь нижняя часть. Столбы, заборы какие-то были. Участок чей-то. Самое главное, на гвоздь не наступить. Темный лес здесь, я ничего не знаю. Здесь уже все отцвело. Вон они. Цветы. Красота уже уходит в глубокую осень. Не просто хочется вам еще Лымбу показать. Не понимаю, где она находится. Что-то иду и как будто от меня убегает. Где-то мы рядом и вон там просвет. Но вон туда еще схожу. Где-то должна быть. Так, вышли на луг. Пипец, так далеко оказался это все. Заброшенные луга. Видно, тоже тут заготавливали сено, так как шесты стоят. Здесь стог ставили. Вон туда идем. Уверен, там уже течет река Лымба. Мы уже рядом. Ух ты! Даже попали на пляж. Повезло. Я думал, там крутой берег. Заповедная река Лымба. Самая чистая, самая холодная, самая вкусная вода в наших краях. Это большая река. Очень большая. На лодке я ни разу, ни в жизни здесь еще не ездил, не катался. Она самая прозрачная, самая холодная, чистая, чистейшая, чистее этой воды. Ну, я не знаю, где-то есть или нету. Он просто такой вот мягкая вода на ощупь. Вот отличается от прям. Чувствуется мягкая вода. Ой. Ну, здравствуй, Лымба. Вода как вода. Вкусная. Пресная. И здесь уже я вижу рыба. Мелочь. Вот такие они. Как это называется? Ариоста. Кузнечкан шуша ариосид. Гальян или что там? О, хорошо. Сейчас в бутылку наберем. Угостим наших этой водой вкусной. Набираем воду. Сейчас напьюсь этой воды.
Смотрите, какая широкая река. Это только начало. Ну, еще огромная река. И, во-первых, огромный. Во-вторых, очень чистый. В-третьих, не каждую реку семга поднимается на нерест. Здесь она не рестится. В эту реку он поднимается. Вот такая картина. Не река, бля, реально. Я куда езжу, там наполовину даже уже. Здесь, конечно, мощь. Я чувствую мощь этой реки. А на самом верховье еще интереснее, где вот две реки совпадают, там впадают. Одна синяя, голубого цвета, вторая черная. Черная река так и называется. Да. Короче, напился я этой воды. Набрали целую бутылку. Ну и мы обратно пойдем. Выйдем на дорогу и по этой дороге уже обратно будем шуровать. В общем, вас познакомил с этой рекой. Кто еще? Да и сам, в принципе, тоже мало что я знаю про эту реку. Там деревня Лымва есть. Большая деревня, настоящая деревня. И много охотничьих изб. Интересная река, надо тоже как-то попутешествовать по этой реке. Никак не решаюсь. Все хочу. Но по привычке только в свою сторону езжу и все. И приглашают так меня тоже на поездки. Ну, посмотрим. Когда-то, может, и тоже съезжу по этой реке. Можно на буране зимой. Тоже по дороге там. В принципе, бураница всю зиму есть. А сейчас идем в сторону дома. Какая-то тоже старая дорога какая-то. Ну, похоже на дорогу. Может, за сеном тут заезжали. Наугад иду. Ну, ориентир солнце. Слева у нас находится наше село. Как ни странно, здесь на Яголе нету грибов. И здесь вот тоже в тени тоже. А и иван-чай вовсю еще тут цветет. Вот такая картина. Сейчас шиповников мы, конечно, наберем. Иголок от шиповников. Ё-моё. Укольчики. Только прямо и шагу назад. Так получилось, что вышли именно где вершинки. Вот так. Но зато прилично так срезали. Нормально. Вон он. Вон там дорога должна быть. Руины, блин. Осторожно, главное, Денис. О, бля. Вот так. Пробираемся. Все сгнило, смотри, труха. Труха. Так. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Последний бой. Самый трудный. Опа.
Так, стена леса, стена леса. Вот это путешествие у нас получилось по незнакомым местам. Фух. Ну ладно. Ну зато срезали капитально. Все. Вон там уже гора. Полкилометра срезали, наверное. Сейчас уже по дороге будем шуровать. Пришли мы по правому боку. Сейчас будем идти с левой стороны от дороги. Я зимой один раз от шалаша вот по этой дороге пришел и туда круг тоже делал. Сейчас чуть дальше пойдем и там зайдем, вон там. Ну вот дорога. Здесь по стороной пройдем, там еще проверим. Привет, ребята. Давно не виделись. Короче, ем чернику. Черника до хрена. Как всегда. И очень вкусно. Так, как же вам показать? Вот она. Спотел весь, пока я шел напрямик. Дорогу, в принципе, не знаю. Немножко волнуюсь. И от этого напряжения немножко спотел. Где у меня Денис-то? Вон и далеко уже идет. Очки новые, вон. Капец, хорошо я вижу в этих очках издалека. Вот. Вот так и идем. Считай, уже сколько бродим. Ни одного единственного гриба я не нашел. Даже не увидел гнилых. Или кто-то собирал там где-то ножка, где-то поганка где-то есть. Вообще тут ничего нету. Вообще. Здесь, наверное, думаю, до сентября грибов вообще не выходит. Перебор сухое место может. Но для вас заснял такой поход небольшой. Вроде и ничего не собрал. Думаю, зачем выкладывать. Ну, блин, покажу вам новые места. Речку показал. Место новое, где я еще не был. Очень давно. Когда-то здесь гуляли в детстве, а сейчас вдоль дороги иду параллельно. Там уже болото начинается, вон там. Денис впереди, вон там идет. Наши девочки отстали. Они уже, наверное, назад идут. Мы их догоним. Все по пути. Вот такая прогулка вечерняя получилась. Ну, пока выключаюсь. Мы уже выходим на основную дорогу. Короче, без грибов. Вообще ничего не нашли. Не знаю, только Викторовна и Ксюша что-то нашли или нет. Может, тоже пустые. Они далеко уже ушли. Не видно их. Оказывается, вон они сидят. Нас не слышат. По-женски что-то базарят. Сейчас подойдем поближе. Заметили. Так, ребят, я еще включусь, как все это происходит, когда снимаешь. Вот так налетают комары. Не знаю, фокус показывает или нет. Вот так держишь камеру, и тебе жрут. А ты стабилизацию держишь, так снимаешь, идешь. Ну как? Грибалка? Чуть-чуть? А, нашли? Чуть-чуть. Нормальный ход. А что-то нам вообще не повезло. Вообще не на. Вообще ни одного. Ничего себе. Вообще. Видите, тише едем, дальше будешь. Да. Да, Денис. Такой круг сделали.
А Мы мы на столько Говорю. сыроежек нашли. Мы Да, уже 2 пьют. пакета сыроежек набрали. Уже, Мне вон, тоже не смотри. нравится, прям неприятно. Да, уже весь в крови они. Ладно, останавливаем. Тише. Попробуй, потом оцени, что как. Вкус, вот скажем, из скважины и наш домашний, и вот этот. Отличается, нет? Не, вкусная вода. Но Так, из скважины всегда мне разная вода кажется. на. Она то мне вкусная, Попробуй, то не Викторовна. вкусная. Не хочешь? Я попью. Денисна. Сейчас пойдем. Пойдемте. Да. Нагулялись, хорошо? Да. Сейчас Отлично. хорошо вечером, да. Комаров Сюда минимум. вышли еще, ветерочек дует. Да. А сейчас сели, да, вот это. Они принесли на комар. Ну, Да, да, да. давай, Ксюша, сюда. Дай этот рюкзак. Закинь вот этот пакет. А пальчик-то наш там тоже, да? Первый гриб с палец-то, который. Ну, Все один. да, как спичечка, как пальчик. Где поди это? Прямо где пришли. Идите, мы догоним вас. Ну вот и все в сборе мы. Не знаю, как со звуком, ребят, буду выключаться. Мы уже идем домой. И немножко звук, конечно, против ветра иду. Одним словом, вот такое количество грибов мы нашли. Мы нашли вообще ничего. А наши женщины, Викторовна и Ксюша, нашли хоть пару штук. В планах еще сходить завтра за черникой и по пути еще будем собирать грибы. Так что подписывайтесь, смотрите дальше продолжение. А на сегодня все. Пока-пока. Мы почти уже дошли до реки. Ребят, в самый последний момент, не поверите, штук 15 грибов еще нашли. Вот в таких кустах, вот в таких кустарниках. Просто вот мы шли туда, не замечали, и вот раз, два, и по 3 штуки там в куче вообще на суп мы набрали. Ну, получилось примерно 20 грибов хороших. Червивые мы не стали брать. В общем, удачный поход такой получился. Все, еще раз пока-пока. Не поленюсь, разверну пакет, чтобы поверили. Вот он, грибы. Дома будем чистить. Вот такой пакет. Вот смотрите. Видите? Штук 20 примерно. Вот такие дела. Отличный поход. Расстояние прошли 7 километров 450 метров. 2 часа 36 минут. На все это ушло. Вот так вот. Почти 7,5 часов. Ой, 7,5 километров. 7,5 часов, говорю. 7,5 километров. Вот такие дела.